Мы отмеряем ширину вот этой ленточки, отмеряем там тоже. Сначала ребятам надо измерить ширину ленты, потом ее пришьют к металлическому зажиму. У Анастасии Давиденко на передовой сейчас находится родственник. В Великой Отечественной войне участвовал и ее дед Михаил Бережной. Сама она учится в школе имени Героя Советского Союза, поэтому чувствует большую ответственность. Мой дедушка служил в 52-й танковой батальоне. В 42 году он был взят в плен и освобожден он был только в 44-м. Далее он продолжил службу до 52 года. Наша задача накинуть жгут. Наиль Каюмов показывает, как солдаты используют жгуты для остановки крови. Ему доводилось принимать участие в боевых действиях в Афганистане. К нам обратились морские пехотинцы, и вот именно эта модель, она быстро, удобно затягивается, быстро. Сейчас у нас, значит, мы заказали 2500 вот этих железных бабочек, они уже изготовлены, и идет монтаж. Есть дети мобилизованных отцов, и, конечно же, у детей это все на высшем уровне. Они своими руками собирают, понимают, пропускают через себя, что они делают. Они с радостью взялись за это. Кроме изготовления кровоостанавливающих жгутов, учащиеся делают вот такие бандажи для фиксации верхних конечностей, а для поднятия боевого духа наших ребят пишут слова пожелания. Прадедушке Эльвины Шакировой сейчас 96 лет. Он был снарядчиком в годы Второй мировой на Украине. Прошел всю войну и вернулся живым. Я очень им горжусь, так как он пережил Великую Отечественную войну. И то, что сейчас происходит, очень тревожно для меня. Сейчас для военных важна любая поддержка. Прежде всего, мы вот сейчас рисуем плакаты на тканях. Это очень важно из-за того, что показать поддержку как со стороны не только взрослого поселения, но так и со стороны детей. Ребята уверены, их жгуты и бандажи обязательно пригодятся бойцам и сохранят им жизнь. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Набережные Челны.